Новости на канале ОНБИР. Сегодня в выпуске. 2017 год объявлен в Европе годом катастроф. По данным МЧС, над Кыргызстаном также нависла угроза природных катаклизмов. Кыргызско-турецкие лицеи в Кыргызстане будут переименованы. Сеть учебных заведений теперь будет называться САПАТ вместо прежнего СИБАТ. Государственная налоговая служба Кыргызстана начала второй этап борьбы с коррупцией. О том, какие меры предпринимает ведомство, мы поговорим с гостем у нас в студии. Меня зовут Назика Тамбекова. Здравствуйте. 2017 год объявлен в Европе годом катастроф. Об этом сегодня на встрече с журналистами рассказал директор департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при МЧС Кыргызстана Аманбай Сарнаоев. По его словам, во всем мире серьезно меняются климатические закономерности, а стихийные бедствия в этом году угрожают и Кыргызстану. Так, к примеру, в 2016-м снеговая линия продвинулась на 3500 метров в высоту. Если в этом году режим снеготаяния будет обычным, то прорыва высокогорных озер не избежать. Если же режим снеготаяния будет неровным, то может повториться сузавская трагедия, когда затопленными оказались более 1000 домов. Чиновник отметил, что МЧС предупреждает граждан о надвигающейся угрозе, однако далеко не все жители опасных районов соглашаются переезжать в безопасные места. Есть много людей, которые живут под оползнями, и на призывы отселиться он говорит: давай я тебе расписку напишу, что ты не виноват в том, что если меня вдруг оползень задавит. Тут корни социальных, у него 120 баранов, он не может на выделенных участках 4 сотках с этими баранами поместиться. И поэтому он там. И плюс еще даже такое, что еще, мол, что-то дадут. Лицеев под названием СИБАТ в Кыргызстане больше не будет. Кыргызско-турецкую сеть образовательных учреждений переименовали в САПАТ. Обновленные учебные заведения получат иной стиль и иной логотип, а Министерство образования и науки Кыргызстана уже состоит в числе учредителей учебных заведений. О том, зачем это было сделано, расскажет моя коллега Юлия Палькина. Юлия, с чем связано решение о переименовании кыргызско-турецких лицеев? Я напомню, что в июле 2016 года в Турции была сделана попытка военного переворота. Путч тогда не удался, однако чуть позже президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган обвинил в произошедшем отчасти Фетхуллаха Гюлена, опального оппозиционера, который ныне проживает в США. Именно к его образовательной сети, как предполагается, и принадлежали кыргызско-турецкие лицеи. Именно поэтому чуть позже было министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу потребовал от своего кыргызского коллеги Эрлана Абдылдаева принять определенные меры в отношении кыргызско-турецких лицеев. В частности, было очень жестко сказано, что Турция требует доказать братские отношения со стороны Кыргызстана. И, цитирую, было сказано, что это банда Гюлена, и чуть затем заявлено: эта банда является одной из мощнейших в Кыргызстане, заявил Чавушоглу. В ответ кыргызский МИД достаточно жестко ответил, что он не позволит навязывать условия в таком духе, в таком стиле. В ответ и было сказано о том, что обращение Турции больше похоже на язык шантажа и ультиматумов, цитирую. После этого скандала было заявлено о том, что кыргызско-турецкие лицеи все-таки будут переименованы, но не закрыты. Почему было решено не закрывать, а именно переименовать лицей? И для чего учредители ввели в состав школы Министерства образования? Ну, я отмечу для начала, что идею о том, что именно будут лицеи переименованы, а не закрыты, сообщил на ежегодной пресс-конференции президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. По его словам, он не знаком с организацией Фетхуллаха Гюлена, однако считает, что сопоставлять школы с переворотом в Турции не нужно, это неправильно. Как подчеркнул тогда президент, я знаю, что это просто школы. Закрывать их, соответственно, не нужно, так как в стране нужно качественное образование, такое, какое дают в лицеях СИБАТ. Не нужно нас учить, как жить, тогда заявил президент.
Было решено, однако, что контроль за деятельностью сети учебных заведений необходимо все-таки усилить. Именно поэтому на всякий случай было введено число учредителей Министерства образования Кыргызской Республики. Я также напомню, что СИБАТ на данный момент объединяет 16 лицеев по всей республике. Кроме того, туда же входит университет Ататюрка Лато и международная школа Silk Road. Есть общежития в Бишкеке, Аше и Джалалабаде. Было ли что-то подобное в других странах? Подобные учебные заведения существуют ведь не только у нас. Действительно, сеть довольно обширная. Лицеи, турецкие лицеи существуют практически по всему миру, в том числе, например, в таких странах, как Сомали, Индонезия, Германия. Существовали они у нас в Центральной Азии. В частности, лицеи были открыты в Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Казахстане и у нас. Но в Казахстане, например, действовало еще в прошлом году около 29 учебных заведений. Однако все они после скандала и после путча были точно так же, как и у нас, переименованы в Белим инновации лицеи, так как было сказано, что образование в этих лицеях действительно качественное. Казахстан отказался закрывать лицеи, но решил взять их под свой контроль. Надо отметить, что еще в 2014 году Эрдоган требовал от Казахстана присмотреть за деятельностью лицеев и, возможно, даже их закрыть, однако еще и тогда было отказано в этой просьбе, и все-таки только в 2016 году Казахстан предпринял определенные шаги в реализации этих требований Турции, хотя не такие, как требовала Турция на самом деле. А что же касается других стран, в России лицеи были закрыты еще в 2008 году после проведения ряда проверок со стороны Министерства образования России. Около 43 школ на тот момент функционировало по всей стране, осталось только около 7 в Татарстане, где они также были взяты под контроль Министерства образования Татарстана, и сейчас по сей день они функционируют как государственные школы. В Таджикистане работало 6 лицеев, в прошлом году их взяли под контроль государства и полностью перевели на государственный баланс. В Туркмении школы закрыли в 2011 году, как распространяющие неверную идеологию, их не переименовали, их именно полностью закрыли от и до. Последняя школа была закрыта в столице страны, в Ашхабаде, и там учились на тот момент только дети турецких дипломатов, однако это не помешало полностью закрыть сеть Фетхуллаха Гюлена в Туркменистане. В Азербайджане лицеи тоже функционировали достаточно долго, но в прошлом году их точно так же закрыли, и лицеи впоследствии их переформировали и сделали из них экспериментальные классы при правительстве Азербайджана, а турецкий университет в прошлом году точно так же был открыт заново под новым брендом. В Узбекистане сеть действовала еще в 90-х годах, тогда же она и была закрыта после того, как власти Узбекистана после того, как власти Турции, власти Узбекистана прервали определенные дипломатические отношения и не удалось договориться о дальнейшей работе этих лицеев. Спасибо, Юля. Мы продолжим выпуск. По данным экономического издания Bloomberg, доллар утратил почти все позиции, завоеванные после избрания Дональда Трампа президентом США. По данным издания, индекс американской валюты опустился на 0,4%. В очередной раз доллар упал после того, как администрация действующего лидера страны не смогла добиться от Конгресса отмены программы медицинского страхования Obamacare. В издании отмечается, что в данный момент на рынках преобладают настроения бегства от риска, в то время как ралли доллара, вызванное завышенными ожиданиями от экономической политики Трампа, сходят на нет. Продолжаем новости. Государственная налоговая служба Кыргызстана начала второй этап борьбы с коррупцией, в рамках которого предполагается внести целый ряд поправок в нормативные акты. К примеру, как предполагается, регламентирует проведение проверок, которые разделят на выездные и камеральные. Кроме того, появятся новые категории налогоплательщиков, а также упростят отчетность. У нас в гостях инспектор отдела по предупреждению коррупции Гуляим Асылбаева. Здравствуйте, Гуляим. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что за изменения предполагается внести и какие поправки ранее уже вносились на первом этапе по демонтажу коррупции в ГНС?
Вы совершенно правильно отметили, у нас налоговая служба в этом году приступила к реализации второго этапа демонтажа коррупционных рисков, которые были выявлены рабочей группой Совета обороны в исполнении указа президента номер 215. Прежде чем перейти ко второму этапу, хотелось бы коротко остановиться на основных достижениях первого этапа. Значит, в ходе реализации первого этапа у нас значительно улучшилась и облегчилась процедура регистрации индивидуальных предпринимателей. С 1 января 2016 года у нас индивидуальные предприниматели проходят и государственную регистрацию, и налоговую регистрацию в налоговых органах. Тем самым, с установлением данного нового порядка регистрации у нас были прекращены бесконечные хождения граждан между органами двух ведомств, это налоговой службы и статистики. Также хотелось бы отметить, что регистрация индивидуальных предпринимателей у нас производится на бесплатной основе. Ранее органами статистиками за эту процедуру взималось от 145 до 330 сомов в зависимости от региона республики. Значительно упростилась процедура ликвидации налогоплательщиков. Для субъектов малого и среднего предпринимательства у нас установлена квартальная подача налоговой отчетности по подоходному налогу, роялти, налогу с продаж. Это сократило временные затраты и трудовые затраты как налогоплательщиков, так и самих сотрудников налоговых органов. Также 20 февраля 2017 года был принят закон номер 27, разработанный в рамках первого этапа демонтажа коррупционных рисков. Этим законом внесены поправки в действующую редакцию налогового кодекса, в частности статью 149. Эти изменения сокращают сроки рассмотрения апелляций. Если же раньше не было установлено точно срока рассмотрения жалоб налогоплательщиков, то введенные поправки устанавливают предельный срок рассмотрения апелляции 90 дней. Это вот новое. Также патенты для субъектов предпринимательства сейчас могут приобретаться на любой срок, но в порядке, установленном правительством Кыргызской Республики. Вот говорилось, что необходимо регламентировать, строго регламентировать проведение проверок и их цели. Вот что именно имеется в виду, в каких случаях и как сейчас идет налоговый контроль за отчетностью и своевременностью платежей? Значит, в целях сокращения коррупционных возможностей при осуществлении контрольных функций налоговыми сотрудниками у нас на втором этапе предполагается разработать и утвердить отдельное положение проведения камеральных проверок и отдельное положение проведения выездных проверок. Тем самым у нас повышается статус ответственности сотрудников наших налоговых органов, осуществляющих контрольные функции. И, естественно же, сокращается вот этот риск коррупционного давления на налогоплательщиков. То есть в этих положениях будут четко прописаны процедуры, пошаговые действия, временные интервалы проведения этих проверок. Также предполагается разработать и утвердить новую редакцию положения установления налогового поста. Также, кроме того, говорите. Я просто хочу спросить, упоминала, что будут введены нормы, которые позволят бороться с так называемым крышеванием. Что это за нормы и в чем их суть? Здесь имелось в виду четкое крышевание незарегистрированных предпринимателей. Это, конечно, не секрет, что многие предприниматели, не регистрируясь в налоговых органах, осуществляют свою экономическую деятельность в нарушении установленного законодательства. Бывают такие случаи, конечно, что со стороны налоговиков эти предприниматели крышуются. Во избежание этого у нас будут разработаны нормы и введены в законодательном порядке, которые позволят вывести из тени таких вот недобросовестных налогоплательщиков. Сообщается, что будет упрощена система налоговой отчетности. Как это связано с коррупцией? Будет ли меньше этапов подачи налоговых документов? У нас на первом этапе уже были упрощены формы налоговой отчетности. На этом мы не останавливаемся, мы будем продолжать и на втором этапе. У нас предусмотрено упрощение налоговой отчетности, в том числе и по операциям ЕАЭС. То есть будет пересмотрена налоговая отчетность, ненужные позиции, коды заполнения, упрощаться форма заполнения этой налоговой отчетности. Сейчас идет соответствующая работа с соответствующими работниками. Говорилось, что налоговые службы часто служат и таким бичом, которым пугают предпринимателей. Неожиданные налоговые проверки, рейды – это то, на что не раз жаловались бизнесмены. Что делается для того, чтобы вот в
таких проверок не было и чтобы инспекторы не могли потребовать деньги за правильные результаты проверки? Ну, неожиданных проверок не бывает, потому что все это прописано у нас в налоговом законодательстве, все там указано, по каким причинам, на каких основаниях, на основании каких документов у нас производятся налоговые проверки. Рейдовый налоговый контроль тоже у нас прописан в налоговом законодательстве, в нашем налоговом кодексе, всех подзаконных актах. В целях сокращения вот этих коррупционных возможностей при рейдовом налоговом контроле у нас на новом этапе, на втором этапе, будут четко разграничены цели, определены цели и разграничены цели рейдового налогового контроля. То есть будут перечислены те вопросы, по которым точечно будут проверяться субъекты предпринимательства. Спасибо, Гуляим. Мы побеседовали с инспектором отдела по предупреждению коррупции Гуляим Асылбаевой. Вы смотрите новости на телеканале «Онбир». Далее в выпуске. Российский суд заочно арестовал Арсения Яценюка. Бывший премьер-министр Украины подозревается в участии в первой чеченской кампании на стороне сепаратистов. Французское издание «France Football» опубликовало список самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира. Возглавил рейтинг Криштиану Роналду. Кыргызстанец Дастан Абдрахманов стал чемпионом Дальнего Востока по боксу. Соревнования среди юниоров 17-18 лет прошли с 22 по 25 марта. Смерть Лидии Кашкаровой вызывает множество вопросов как у активистов, так и у общественности. Данные, предоставленные органами внутренних дел, разнятся с информацией, добытой инициативной группой Совета общественной безопасности. Девочка пропала 7 марта, неподалеку от села Ивановка. В этот день мать оставила ее у родного брата. После пропажи ребенка данная местность неоднократно проверялась кинологами. Однако Лидия была найдена только спустя 19 дней, затонувшей в 500 метрах от места исчезновения. Подробности смотрите в материале Мири Мадамбековой. 7 марта в 7 часов утра Лидия вышла из дома и не вернулась, при том, что в 2 часа ночи она уснула. В тот злополучный день девочка пришла погостить к своему родному дяде и тете. Однако девочка пропала, ее тело было обнаружено спустя 19 дней 26 марта в 500 метрах от данного вагончика в одном из водоемов. По предварительной версии следствия девочка захлебнулась от воды. Я отмечу, что смерть девочки вызывает очень множество сомнений. Мы пытались связаться, поговорить с родственниками Лидии, однако они отказываются от комментариев. В семье Кашкаровых за месяц произошло 2 трагичных случая. За месяц они похоронили своих 2 дочерей. Саму Лидию Кашкарову и ее младшую сестренку Юлию Кашкарову, которой с момента рождения не прошло и 40 дней. Первоначальный осмотр показал, что следов увечий на теле 4-летней Лидии Кашкаровой нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ожидают заключения судмедэкспертов. Уже есть несколько версий смерти девочки, однако в интересах следствия их пока не разглашают. Либо телесных повреждений, и на сегодняшний день назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. После заключения будет дана как причина девочки, каким образом она утонула, или как после заключения, можем сказать. По данным правоохранительных органов, тело Лидии пробыло в воде около 2 недель, однако инициативная группа Совета общественной безопасности не верит в случайное исчезновение Лидии Кашкаровой. Члены поисковой группы привели множество нестыковок, связанных со смертью девочки. Она была такой трусишкой, да, она боялась машин, собак, дорог, она боялась воды. И одна она навряд ли бы куда-то могла уйти столь ранним утром. И поэтому все-таки, учитывая, что собака довела след до объездной совершенно в противоположную сторону от местонахождения девочки, все это наводит очень много вопросов, наводит на странности. И именно поэтому мы предполагаем, что это могло быть не только несчастным случаем, но каким-то умышленным деянием. Слишком много вопросов вызывает смерть девочки. По словам Валерии Садагалиевой, она не могла захлебнуться в воде. То место, где была найдена Лида, проверялось несколько раз и разными людьми. Члены поисковой группы не исключают тот факт, что девочка могла погибнуть по халатности родителей, и этот факт попытались скрыть. Дядя девочки утром пошел кормить, как всегда, рыбу на эти пруды. Посмотрел, что в один из прудов плохо проходит вода, решил пойти почистить сетку, которая там находится. И подойдя к этому пруду, он увидел, что девочка, как она плыла, видимо, по течению,
как раз она зацепилась за вон те бревна, головой она была сюда, наружу над водой, а ноги, все остальное тело было под водой. По словам родственников девочки, семья жила бедно и ранее практиковала продажу детей. Так ли это, выяснит следствие, а пока инициативная группа взяла заборы воды в той реке, где предположительно утонула Лидия. По словам волонтеров, анализ воды, результаты которого будут известны через неделю, поможет установить причину гибели ребенка. Мирим Маданбекова, Уран Джапаров, телеканал «Онбир». Городской суд Ессентуков заочно арестовал Арсения Яценюка. Бывший глава Кабмина Украины обвиняется в участии в вооруженной группе и умышленном убийстве при отягчающихся обстоятельствах. В частности, экс-премьер обвиняется в участии в первой чеченской кампании на стороне сепаратистов. В 2015 году представители Следственного комитета России заявляли в интервью российской газете, что обладают информацией, согласно которой Яценюк участвовал как минимум в 2 вооруженных столкновениях в Чечне в 1994 году, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии. Сам Яценюк уже отреагировал на эту новость. Приговор он назвал, цитата, «полнейшим бредом, однако с продуманным сценарием». Конец цитаты. На сообщение о заочном аресте Яценюка отреагировал и лидер Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что украинского политика в 90-е годы в Чечне не видел и вообще сильно сомневается, что бывший чиновник способен воевать. К новостям спорта. Французское издание «Франс Футбол» опубликовало список самых высокооплачиваемых тренеров и игроков мира. На первой строчке рейтинга оказался футболист сборной Португалии и мадридского Реала Криштиану Роналду. Его доход за прошлый год составил 87,5 миллионов евро. Следом за Роналду в списке идет игрок Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси. Его заработок за год составил 76,5 миллионов евро. Замыкает тройку самых богатых футболистов игрок сборной Бразилии и Барселоны Неймар. Он заработал 55,5 миллионов евро за год. Что же касается тренеров, то самым высокооплачиваемым был признан тренер Манчестер Юнайтед Жозе Мауриньо. Его доход составил 28 миллионов евро. Следом за ним идет наставник сборной Китая Марчелло Липпи с доходом 23,5 миллиона евро. Третье место занял бывший глава-тренер французского Пари Сен-Жермен Лоран Блан с заработанными 20 миллионами евро. И еще новость из мира спорта. Дастан Абдрахманов из Кыргызстана стал чемпионом Дальнего Востока по боксу среди юниоров. Первенство состоялось в городе Южно-Сахалинске с 22 по 25 марта. Почетный консул Кыргызстана в России Мурзабаев Кадырбек отметил по этому случаю, что такие соревнования объединяют спортсменов из СНГ и дают возможность проверить свои бойцовские качества, такие как стойкость, упорство, стремление к победе и уважение к своему противнику. Таковы новости уходящего дня. Далее у нас прогноз погоды на завтра. Я прощаюсь с вами. Всем удачи!